Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Значит, сегодня воскресенье у нас, 9 июля, жара, день рыбака. И мы с друзьями решили выбраться на реку Мокша под Сасовский мост, отметить этот день рыбалочкой. А какая выйдет рыбалочка, смотрите в этом видео. Ну все, так оставляй. Все, ребята, выходим на воду. Ребята с моторами пойдут вниз, а мы с Юриком без мотора, мы зайдем в заводь, посмотрим и покидаем под мостом. Так, ну что, вышел на воду, дрейфую пока под мост. Посмотрим, покидаю сейчас там, может быть, на джиг. Ну и хотелось бы сказать огромное спасибо моей супруге, которая подарила мне на день рыбака 2 воблера. Это Рудра и... Кто это такой? И Магалон, ребята. Воблеры дорогие. Один 1680 стоит, другой 1580 рублей. Танечка, огромное тебе спасибо. Ну что, попробуем сегодня их, может быть, в заводе подергаем. А пока сплавляемся под мост. И сейчас здесь вот будет яма. Вот уже начинается 9 метров, а здесь уже ближе к мосту будет метров 11, наверное, 12, ребята. Сейчас будем пробовать. Обещали дождь, но пока нету. И это радует. Значит, на первой же проводке у меня случается зацеп, и я цепляю чей-то вот какой-то перемет, или что это тут. Как это вот поднять, я понятия не имею. То бишь нужно сейчас мне будет по этой веревке идти и спасать приманку как бы, блин. Так, ну что, приманку спас. Начался дождь. Не крупный пока. Фух. Ну, сейчас попробуем под мостом. Правда, там тоже одни зацепы. Ну, что же делать? Будем пробовать. Вот такое лето, ребята. Середина лета. А солнышка как не было, так и нет. Каждый день дожди. Подошел я под мост до Саши. И Саша здесь на микроколебалку поймал вот такого жереха-людоеда. Отпускаем, да. Ну что, сейчас встану на якорь возле него и тоже попробуем покидать. Все, встаем на якорь. Так, ребята, и у меня случилась поклевочка. Ёпарасоте. Оба. Вот такой вот жерешочек попался. Саша тут нашел. Я его сразу оббурил. И давай. Так, ничего не достал опять же. Так. Поклевка произошла на чирфул, вот такой вот, на яркий цвет. И вот такая рыбка, ребята. Отпускаем. Ну все, продолжаем. Началась изморозь. Напомню, сегодня у нас 9 июля 2017 год.
на улице осень, ребята. Реально осень. Идет изморозь осенняя. Так что уж что поймаем. Будем пробовать дальше. Ну и как бы у нас Саша ловит на микроколебалке. Я в арсенале не имею таких приманок, поэтому ловлю на воблеры. Некрупный жерешок под мостом нас вполне устраивает. Лишь бы клевала. Большая эта рыбка будет или маленькая, неважно, ребята, в такую погоду. Ловись, как говорится, большая рыбка и маленькая. Была поклевочка сейчас, но да, нужно шарф одевать, ветрище. Санек месяц не был на рыбалке, аж закурил после поимки 2 некрупных жерешков. Сейчас попробуем, поменяем воблеры, попробуем другие. Так, очередная поклевка. И вот такой вот, ребята, спортивный жерешок. Поменял чирфул с желтого на беленький. И произошла поклевочка. Вот такая спортивная рыбка. Отпускаем. Ну, на камеру, как всегда, клевать не хочет. Да. Ладно, будем пробовать. Будут поклевочки, будем включаться. Ага, есть, ребята, есть. Значит, прохавал я тему. Значит, он держится за сваей. Главное дело за сваю положить приманку, и он там пасется. Значит, где струя отбивается от свая, он там стоит. Ветер на меня, как бы не получается добросить туда через раз. Но если положить за сваю, то поклевочки там происходят. Сейчас будем пробовать, ребят. Вот такая рыбка, ребята. Спортивный жерешок. Домой. Так, ребята, и вот очередная рыбка. Клюнула уже прям под лодкой. Бросал уже в противоположную сторону от первоначальных забросов. И здесь тоже просто происходят всплески. Так, глаз. Рыбка может потерять глаз, ребята. Все, отправляем домой. Отличная. Рыбалка только началась, а у нас тут уже бешеный клев.
спортивного жереха. Продолжаем рыбачить, ребята. Не переключайтесь. Опаньки, ребятки. Значит, экспериментирую с воблерами, меняю. И в этот раз у нас опять воблер от Pantone 21. Grady Guts в 55 размере МДР, ребята. Значит, кидал чабика сейчас в эту сторону, поклевок не было, но пантоновские воблеры рулят. Отпускаем. Юран подошел, значит, сюда пытается тоже поймать. И, значит, за сваей у нас еще одна лодка, тоже пытаются там что-то поймать. Александр Александрович у нас ушел вниз по течению, у него тотальный джиг. О результатах его рыбалки мы узнаем в конце рыбалки, ребята. А мы продолжаем ловить спортивного жереха. Так, произошла очередная поклевка, ребята. Значит, меняю воблеры, разлавливаю. Вот Grady Guts был разловлен сегодня, как бы он у меня новый. И также вот разловился Chubby Minnow черный. Значит, по старой схеме, значит, бросал за сваю. И маленький жерешок там контролировал территорию и отозвался. Chubby Minnow, вот такой вот черненький. Не получается добросить до туда не всегда. Ветер на нас идет. Лодку крутит туда-сюда. Сейчас будем пробовать. Укрупнялся, поклевок не было. Будем экспериментировать, попробуем еще какие-нибудь воблеры. У Александра поклевка. Прям на падении схватил жерешок на Кассмастер. Ага, отлично. Покрупнее, да, чуть-чуть. Полностью съел. На падении схавал. Значит, уже минут где-то 20-30, ни одной поклевки. Кидаем, экспериментируем с воблерами. И решил поставить поверхностный чабик, СССР-очку. И наконец-то удалось вымутить очередного спортивного жереха, ребята. Опаньки. Значит, вот такой вот чабик и вот такой вот жерешок, ребят. Отпускаем. Будем пробовать на поверхностные. Сейчас смещусь, попробую покидать от берега, ну, к берегу туда, к кустам. Может быть, там будут какие-то поклевочки. Холодно. Холодно, ребята. 11 градусов на улице.
середины лета. Так, ребята, и еще одна поклевка, значит, произошла. Опять на поверхностный чабик. Забросы делаю апстрим. И на сносе вот еще один голавлик, жерешок отозвался. Вот такая рыбка, маленькая, но клюет. Значит, звонил Саша, он ловит на джиг, сказал, что поймал щуку там в районе 4-5 килограмм и жерешка. Значит, вот мимо меня плывет какая-то бабочка, сейчас я за ней понаблюдаю, съедят ее и нет. Малек, он за ней гонится, такой с палец, не крупный. Нет, бабочку никто не ест. Хотя странно. Ладно, буду экономить батарейку. Будут поклевки, буду включаться. Так, ну что. Время 35 минут 11-го. Рыба больше не клюет. В животе урчит. Поэтому... Пойдем, Юр. Пойдем, бутерброд. Пойдем, бутерброд с колбасой. Пойдем. Сейчас перекусим. Клюет там в заводе, что, нет? Вообще ни одной поклевки. Юра, значит, всю заводь там проштудировал. Воблерами дорогущими. И не увидел ни одной поклевки, ребята. Так что сейчас будем пить чай. И потом посмотрим что-нибудь. Может, еще что-нибудь побросаем. Ух, мороз. 12 градусов на улице. 9 июля. Загораем. День рыбака. Да. Ну ладно, сейчас Юра подгребает, будем пить чай. Оба. Все. Пьем чай. Значит, какое дело, ребята? Попили чай, поднялись опять под мост, чтобы здесь жереха поудить. Кидаем, не клюет. Меняем воблеры разные. И все-таки вымутил опять на поверхностный чабик. Опа, небольшого жерешка. Сань, щелкни на телефон, Сань. Щелкни на телефон. У тебя не увидит? Понятно, что орать-то. Так, ну что, вот такая рыбка, ребятки. Ладно, сейчас щелкну на свой и отпущу. Так, Юрок у нас потерял якорь. И поэтому он сейчас будет якориться за мою лодку. И будем здесь мальца покидывать.
Вот так вот. Ты только не дергайся. Не дергайся, а то вывалюсь. Не, сошел что ли или что, не пойму. Нет, сидит, да? Сидит, ребятки. Значит, меняю воблеры, не клюет. Поставил Смит Камион Супер. И с первого же заброса. Опа. Очередной спортивный жерешок. Да, пиявка на нем вон. Странно. Вроде рыба такая бодрая. Откуда на нем пиявка? Непонятно. А? Блин, запутался спиннинг. В начале проводки взял. Вот такая рыбка. Так, ну чё, сейчас сфоткаю и отпущу, блин. Прошлого не удалось заснять, как отпустил. Он у меня слетел с крючка. Разные получаются, не знаю почему. То темные. Так, ну все, отпускаем его. Потихонечку перебираю все воблеры. Пробуем. Саня у нас сместился на ту сторону. Облавливаем вот эту сваю, короче, блин. Поклевки только от нее в основном происходят. Да, там глубина побольше. Перевязывай якорь. Ладно, будут поклевки, включусь. Так, ну что, подходит к концу наша рыбалка. Уже сворачиваемся. Значит, мы ловили с мальчишками на воблеры под мостом жерешка, там вот этого некрупного. А Саша ловил на джиг. Какие успехи, Саш? Ну, на джиг клевал судак сегодня. В принципе, неплохо клевал. Активный был. Вот. Сколько поймал? Ну, за целый день, в принципе, 7 хвостов поймал. Где-то грамм от 700 до кило 200 примерно на вскидку, на взгляд. Ну и поймал щуку хорошую, примерно где-то 5 и выше килограмм. Так. Ну, скинешь мне в это, как его, на почту. Ну да, пару фоток есть на телефоне. Ну, да. У Александра телефон Nokia 3310, и он смог только туда две фотографии поместилось, да. Поэтому, если скинет, то покажу да, вам щучку и судачка. Рыбалка удалась. Ага. Ловите на джиг, да? Да. Не занимайтесь ерундой. И отпускайте рыбу. И тогда она будет у вас клевать. Потому что она не будет вас бояться, что вы ее съедите. Стоит 200 рублей. Автомойка в полевых условиях. Очень удобная вещь. А, чистая вода, что ли? Вон из воды налил, из этой, из речки. Ну я понял, вода. 200 рублей стоит вот эта бутылка. Ага. Ты в кого такой умный-то? Папа с мамой. Так, ну что, все, собрались, вовремя успели. Начался дождь. Так что вот такая вот рыбалка, ребята, у нас произошла на День рыбака.
кого-то удачные, у кого-то не очень. Да, кто-то ничего не поймал, кто-то немного поймал, а кто-то нормально поймал, ребята. Лето хреновое, стараемся по мере возможности, как нет дождя, выбираться все-таки на речку и пытаться ловить рыбу. Может быть, этим летом все-таки наступят теплые деньки, и мы сплавимся все-таки по реке Мокша с ночевочкой. Мечтаем, уже середина лета, и все никак не получается. Дожди, дожди, дожди. Грязище. Вода мутная, высокая. Голавлик не клюет. Но сегодня вот судачки у Саши клевали. И щучка зачетная, говорит, килограмма на 4. А то и больше. На 5. На 5. И больше. А может и 6. Больше нам не съесть. 5 дней точно. Да. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ребята. И до новых встреч. До свидос. Пока-пока.